у нас в республике послание президента Российской Федерации Федеральному собранию по снижению уровня бедности. Об этом мы говорим в республике и ставим конкретные задачи, которые имеют характер целенаправленный, поступательный, на несколько лет вперед. Мы говорим о том, что намерены достичь к 2024 году тех показателей, которые поставлены перед нами и в масштабах Российской Федерации, и в республике Саха-Якутия. В целом, если говорить о социальном портрете гражданина, который относится к категории бедные, либо домохозяйств, которые относимы, и органы власти имеют об этом четкое представление. А в отношении особо нуждающихся в помощи через персональный учет мы знаем, кому должны помогать. В принципе, если конкретизировать, то несмотря на законодательные меры, несмотря на действия исполнительных органов власти, структура населения, которая относима к категории бедные, она не меняется. Прежде всего, если говорить о гражданах, это фактически это мужчина, к сожалению, хотя мы говорим, что мужчина это должен обеспечивать семью свою и так далее. Каждый 2/3 из тех, которые относятся к категории бедные, это мужчины. И, к сожалению, надо сказать, что каждый 1/3 из них не имеет опыта работы. Следовательно, можно предположить, что это молодые люди, и, безусловно, это молодые люди. Опять же, каждый 1/3 это молодой человек от 20 до 29 лет. Почти половина не имеет профессионального образования. Если говорить о домохозяйствах, которые мы относим к бедным, то это, как правило, сельская многодетная семья с детьми 3 и более. Мы сегодня собрались для того, чтобы наметить для себя на несколько лет вперед, как мы должны в этом направлении двигаться. Сегодня мы должны выслушать позицию правительства республики, уточнить направление, по которым правительство республики планирует осуществлять свою деятельность, какие индикаторы мы будем достигать, которые будут характеризировать успешность этой политики. Мы сегодня пригласили экспертов, экспертное сообщество с целью вовлечь в нашу дальнейшую работу. Таким образом, мы сегодня с вами должны в рамках парламента выстроить и обозначить вектор, по которому парламент постоянно будет работать в этом направлении. Какие формы работы мы для себя обозначим, какими средствами, инструментами парламент республики совместно с правительством республики будет решать задачи борьбы с бедностью, в том числе сегодня тоже прозвучат, но это не говорит о том, что после этого мы будем работать только в том направлении, только в тех формах, которые сегодня прозвучат.
Мы должны помнить о том, что креативность и вообще творческий подход, поиск концептуальных идей, как бороться с бедностью, как достичь конкретных результатов, они не имеют границ, и мы должны об этом помнить и постоянно совершенствовать свою работу. Я дословно хочу привести слова Владимира Владимировича Путина, которые в своем послании он озвучил. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Кроме того, что есть моменты, касающиеся в целом государственной деятельности по снижению уровня бедности, есть точечные моменты, на которых наше внимание акцентировал президент России. Первое, это, как вы помните, отдельно прозвучала проблема занятости молодых матерей. Второе, это президент поручил Центробанку и правоохранительным органам в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрофинансирования, чтобы оградить людей от обмана, мошенничества, настоящего вымогательства, отча со стороны недобросовестных кредиторов. Это слова Владимира Владимировича. Ну и мы должны думать о том, как развивать механизм социального контракта. В работе парламентских слушаний принимают участие народные депутаты Республики Саха-Якутия, члены правительства. На парламентских слушаниях принимает участие первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, эксперты. Мы очень рады видеть, что наши партнеры откликнулись на наш призыв. Наши партнеры с Общественной палаты Республики Саха-Якутия, общественных организаций, научных учреждений, с которыми мы и в осеннюю сессию, и в следующий год, 2020, хотим заранее спланировать наши совместные мероприятия. Будь то круглые столы, будь конференции, парламентские слушания и иные формы работы Государственного собрания Уфы. В том числе в осенней сессии мы вводим новый инструмент, новую форму работы, это муниципальный час, на котором будут приглашаться главы УУСов, председатели районных советов депутатов, для того, чтобы обозначить те конкретные направления деятельности, которыми власть на местах занимается, какие сегодня существуют проблемы и на которых должно быть заострено внимание парламента. Коллеги, давайте мы с вами определимся насчет регламента. У вас есть раздаточные материалы. Основной доклад предлагается до 20 минут, содоклад до 15 минут, вопросы к выступающим по 2 минуты, ответы на вопросы до 10 минут, выступления по 5 минут, также вопрос к выступающим по 2 минуты. Ну и у нас есть проект рекомендаций. На его обсуждение предлагаем посвятить 15 минут. Другие предложения имеются? Нет. Слово для основного доклада